بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, иншаллах Рахман, по воле Аллаха, иншаллах, хочу вам сегодня разъяснить, каким способом надо делать дуа, и от чего надо защищаться, и что надо просить у Аллаха, и как надо дуа делать другим людям. Бывает иногда человек хорошие дуа делает, бывает иногда проклинает, весь тухум их не оставляет. Бывают моменты, когда надо дуа делать против людей, которые открыто воюют Аллахом, воюют мусульманами, уничтожают сирот, никого не пощадили. Не всегда вот бывает дуа: Аллах прости, Аллах направь их. Бывает иногда сам пророк, алейхиссалату вассалам, делал дуа против притеснителей. Пусть Аллах их наставит, пусть Аллах их простит. Да, бывает, но всегда себе показать такой милосердный, чем даже Аллах, чем пророк, это неправильно. Бывает, твое сердце ранили, твоего сына на куски отрезали. Таким людям, как можно просто так сказать: Аллах прости? Пускай таких людей Аллах накажет, чтобы они были уроком для остальных, чтобы другие поняли, так нельзя поступать. Конец таких людей так хуже бывает. А то, что человек не на правильном пути, например, человек пьет, курит, или какие-то амалы, которые касаются только его, дай Аллах уничтожить этого человека. Человек пьет, не очнулся. Пусть Аллах наставит этого человека, направит на правильный путь. Таким людям можно делать хороший дуа. Кто-то твой долг не дает. Я Аллах, пусть его машина все вниз головой вернется. Такие дуа зачем? Долг не дает. Сабр делай и проси Аллаха: о Аллах, облегчи его дело, дай ему очнуться, дай ему Аллах баракат, чтобы он вернул мне мой хак. Это же тебе лучше, чем его сгорать, там гореть будет все. К тебе какой толк от этого? Вот эти моменты хочу, чтобы вы поняли, дорогие братья. Сейчас перейдем к хадисам пророка, алейхиссалату вассалам. Раайту ибн Умара ва ибн Зубайр. Аби Нуайм рассказывает, что он увидел сына Умара и сына Зубайра, да будет ими доволен Аллах. Ядуани, я видел, как они оба дуа делали. Великие люди, как дуа делали. Юдирани биррахатайни аля ваджхи. Вот свои ладони направляли наверх. Бывают люди, когда дуа делают, вот так делают. Непонятно, как делать. Вот надо поднять руки наверх вот так. А расширил ты их расстояние или не расширил, это зависит от состояния, которое ты делаешь дуа. Некоторые говорят, когда дуа делает человек, если расширяет руки, как будто он свою гордость показывает. Это тоже неправильное понятие. Они само собой расширяются, когда у тебя мольба сильная, дуа сильный, сильно находится в нужде. Ты, как пророк, алейхиссалату вассалам, в некоторых битвах поднимал руки вот так сильно наверх, даже его подмышки вот видно было, говорит. От этого вреда нету. Конечно, с самого начала взять руки вот так поднимать тоже не надо. У тебя же сердце и твоя покорность, которая обращается, не подходит к этому. Начинай дуа делать так. И потихоньку, когда уже слезы пошли, искренность пошла в душе, она сама собой поднимается. Просто так на показуху поднимать руки, показать людям, что ты такой богобоязный. Это, конечно, это показуха, на это Аллах не смотрит и не примет. Но мы поняли, сейчас вот так надо поднимать наверх. Не так, что надо вот так. Другой хадис. Пророк, алейхиссалату вассалам, Аиша, радийаллаху анха, говорит: я увидел пророка, саллаллаху алейхи вассалам, что он делал дуа поднятыми руками. Но можно дуа делать не поднять тоже. Но желательно, мы поняли, обращение к Аллаху поднять руки. И я слышал, говорит, как пророк, алейхиссалату вассалам, говорил в своей мольбе: иннама ана башар. О Аллах, я тоже человек. Фала туакибни. Не наказывай меня, Аллах. Вот пророк просил Аллаха. И говорил, продолжая: айяма раджулин миналь му'минина азайтуху ау шатамтуху фала туакибни фи.
о Аллах, кого бы я не мучал, или же плохой в адрес его не говорил, за мои слова, которые говорил в адрес другого человека, прошу тебя, не наказывай меня. Вот понимаете, кто это говорит? Самый праведный, самый любимец Аллаха, пророк, он говорит, кого бы я не замучал, или в адрес него плохое говорил, за это меня не наказывай, говорит. Кто из нас такой дуа делает? Мы говорим, о Аллах, прости меня, но говорить себе в адрес, себе считать виновным, кого бы я мучал. Мы думаем, мы никого не мучали. Всегда нас мучают, над нами издеваются. Мы даже сами не замечаем иногда своими словами, резкими словами, непонятными словами, начинаем и даже не подумали, ранили этого человека. Ему стало плохо. Бывает, ты не только чужих, родных, самих близких, детей, жен, родителей можешь какими-то словами, которые ты внимания не обратил, но однако ты очень их ранил и обидел. Особенно мы внимания не обращаем, когда вокруг нас близкие люди, их раним. Думаем, это дозволено, как будто это мое, как хочу, так и говорю. Как бы дети, дочеря, жена, что хочу, что попало, могу сказать. Нет. Айюма раджулин, пророк, кого бы ни было, за это просит прощения. Поэтому нам тоже следует взять с этого хадиса и говорить, о Аллах, кого бы мы не мучали, Аллах, за это нас не наказывай. С этого хадиса что мы понимаем? Что отдельно пророк отметил, не наказывай. Когда грехи касаются тебя, ты просишь, о Аллах, прости меня, прости. И Аллах прощает. Все. Это между тобой и Аллахом. А когда ты зулму делаешь, зулм это притеснение. Каком-либо раньше нету. Словами, делами, деньгами. Вот за зулм Аллаху Та'ала здесь наказывает тебя. До судного дня не оставляет. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, не наказывай меня за это. А это не значит, можно людей, что хочет делать, и потом просить, Аллах не наказывает. Конечно, Аллах тебя накажет, ты если так намеренно так поступаешь. Но вдруг пошло дела, у тебя неправильные такие, ты просишь Аллах, чтобы не наказывать, наставить тебя, чтобы тот человек против тебя дуа не делал. Вдруг этот человек дуа сделает, конечно, Аллах непременно тебя накажет. А если Аллах твой дуа примет, Аллах так сделает, что те люди, которые ты притеснял, они тебе дуа не будут делать. Они настолько будут простые люди, ничего, я прощаю его ради Аллаха. А если такие дуа ты не делал, и того человека, которого ты притеснял, Аллаху Та'ала может, чтобы они подняли руки и сделали дуа, у тебя вниз головой все пошло. С этого мы понимаем, что когда касается других людей, это Аллах может наказывать. Тем более наш пророк, алейхиссалату вассалам, так делал дуа. Альхамдулиллахи раббил аламин. Следующий хадис. 3 хадиса будет, иншаллах. Ан Аби Хурайрата радийаллаху анху, قال قدم Туфаиль бин Амру ад-Дауси. Человек имени Туфаиль пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, и сказал: Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, инна даусан када асад ва абад. То есть он говорит про своего племени. Приехал с другой племени, с другого как села, можно сказать, и говорит: о посланник Аллаха, мой народ, поистине они не приняли истину, то есть ислам, не соблюдают нормы ислама. Ва асад ва абад, и отказываются. Фадуллаха алейха. Он говорит: делает дуа против моего народа. Настолько злой, что они не приняли истину, не последовали за пророком. И говорит, сделать дуа против них. Против них как это получается? Чтобы Аллах не дал им дождь, чтобы Аллах их уничтожил, что-то как-то Аллах их наказал. Таким сердитым сердцем он пришел к пророку. И пророк сказал, саллаллаху алейхи вассалям: Аллахумма хди даусан ва ати бихим. О Аллах, наставь на правильный путь племен Дауса и приведи их ко мне, говорит. Вот такой дуа сделал. Тем более сам из того села он просит против, а пророк милосердный. Это дело, как говорится, наставление, это в руках Аллаха.
«Иннака ла тахди ман ахбабта, валякинна Аллаха яхди ман яша». Поистине Аллах даже пророку говорит: ты не можешь наставить на правильный путь, кого ты сам любишь. Поистине на правильный путь наставляет Всевышний Аллах. Это наше дело призывать и говорить. Вот такой дуа делал пророк, алейхиссалам, и дал нам всем урок делать всегда хороший дуа в адрес таких людей. Не могу не рассказать последний хадис, очень удивительный. 4 будет, иншаллах. Ан Анас радийаллаху анху قال, Анас, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ахат аль-матару аммат». Однажды, в один год, настолько было, дождев не было, говорит. И стали некоторые мусульмане, пошли к пророку, алейхиссалату вассалам, именно в пятницу, джума, и сказали: «Я Расулаллах, ахат аль-матар вадждабат аль-арду». Дождя нету, говорит, и земля вообще сухая стала, говорит. «Вахаляк аль-маль», и все, наша там трава, наши даже вот овцы умирают. «Фарафа ядайхи», тогда, услышав их, пророк, алейхиссалам, поднял обе руки. «Вама юра фис самаи мин сахабатин», и не было, говорит, на небесах тучи, говорит, что как будто вот, дождь идет, когда бывает же тучи. «Фамадда ядайхи хатта раайту баяла ибтайхи». Вот видите, пророк, алейхиссалам, поднял руки, говорит, что было видно, говорит, подмышки, говорит. Настолько он состояние такое, как я изначально говорил, поднял руки, вот так поднял. Это же такое весь всех касается же. «Ястаскиллах», он начал просить у Аллаха дождь. «Фама саллейна аль-джум'a хатта ахамма шабал кариба дари ар-руджу'a иля ахлихи». Как совершили джума, говорит, намаз, в течение 30 минут, 20 минут. Мы вышли с мечети, говорит, и самый близкий человек к мечету домой очень тяжело было, говорит, пойти. Настолько, ну, как мы знаем, раньше асфальта же не было. Тяжело ему было, говорит, добраться до своего дома, говорит. Вот знамение пророчества, что Аллах как любит, как отвечает своим близким рабам. «Фадаматиль джум'a». И в течение недели дождь не остановилась, говорит. Как мы видели сейчас недавно в Турции, алхамдулиллах, как Аллах спас их. А некоторые люди говорят: зачем кому-то обращаться за дуа? Дуа, который касается тебя, ты обязательно должен обращаться к Всевышнему Аллаху. Это не значит, если ты обратился имамам, алимам, чтобы они делали дуа, это не значит, что ты забыл Аллаха. Нет. Это дает вот пример из этих хадисов, как люди к пророку обращались, к халифам обращались, когда касается весь уммы. Но однако некоторые люди переборщили. Они совсем дуа не делают, постоянно шейху пойду, этим пойду. Это тоже не дело, дорогие братья. Надо самому делать дуа. Как Аллах в Коране говорит: «Амма юджибуль муддарра иза даа». Кто же отвечает дуа вынужденному человеку, когда он делает дуа, кроме Аллаха, говорит. То есть беда, которая тебя касается лично, как ты искренне от души, никто не сделает дуа ради тебя. А когда касается всех, это уже вообще другое дело. Также были моменты, когда хоть дело касается тебя, ты делаешь дуа и просишь еще другого человека, чтобы он тоже делал дуа Аллаху за тебя. Это шафаат друг другу, как судный день будет шафаат, это то же самое. Поэтому тех людей, которые пошли кому-то, чтобы они делали дуа, их в адрес их тоже плохое нельзя говорить. Это есть в хадисах пророка, алейхиссалату вассалам. Пришло следующая неделя, джума. Те обраны пришли к пророку, сказали: «Я Расулаллах, тахаддаматиль буют вахтабасатиль рукбан». Наши дома разрушились, говорит. И наши караваны, которые должны приехать, остановились, никак не доезжают, говорит. Дождь. Фадабассама. И тогда пророк, алейхиссалату вассалам, улыбнулся. Лисурати малалат ибн Адам. Как же сыновья Адам, их надоедает одно же состояние, говорит. Человек хочет, чтобы менялось все. Зима, лето, дождь, ночь, утро. И пророк, алейхиссалату вассалам, вакала биядайхи, и своими руками он сказал, то есть дуа сделал: «Аллахумма хавалейна валя алейна». О Аллах, дай дождь вокруг нас и не на нас. Не на нас.
Поняли, да? Вот где село, где люди живут, чтобы там не было такого дождя. А вокруг, где нуждаются овцы, караваны, пускай там будет дождь, где там никому не вредит. И действительно, фатакашшатат аниль Мадина, и дождь отошла от Медины, говорит, вокруг Медины было, говорит. Поэтому, когда сильный дождь, ветер, нам тоже следует говорить: Аллахумма хавалайна, валя алейна, о Аллах, пускай вокруг нас будет и не на нас. Поэтому дай Аллах нам понять хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, и любить нашего пророка, алейхиссалату вассалам, и возвеличить его, как Аллах Всевышний возвеличил, как Аллах дал всем понять, что пророк, алейхиссалату вассалам, не какой же человек, как мы все. Тем более они сахабы были. Пророк, приближенный к Аллаху, и надежда приближенных людей всегда надежда больше, что Аллах ответит. Даже были некоторые люди, вот самый простой человек, находили простой, не всегда пошли большим праведником. Видите, такой человек простой, никого не ранит, никого не обидит. Есть такой человек, в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, говорит: сколько же таких людей, говорит, сколько же таких людей, которые люди, дверь даже им не хочет открывать, говорит. Их даже принимать не хочет к себе, говорит. Общаться не хочет. Но однако они перед Аллахом великие люди, говорит. Надеюсь, может, этот человек, который я встретил по дороге там где-то, может, один он из них. Просили у него дуа делать. Делай добро за меня дуа. Садака давали ему: делай за меня дуа. Барки, вот, может, тот человек, который Аллаху Та'ала дуа ответит. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: есть такие люди, если вдруг Аллаху скажет они: о Аллах, сделай так, непременно Аллаху Та'ала их дуа отвечает, говорит. С этого хадиса нам дал пророк понять, что все мусульмане равны перед Аллахом. Но нельзя никого притеснять, надо ценить каждого по отдельности, потому что ты не знаешь, этот человек может намного ближе перед Аллахом, чем ты. Поэтому в исламе нету я такой, мне все можно, остальным нельзя. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.